Уважаемые друзья, сегодняшний наш собеседник, один из опытных, если самый опытный преподаватель кафедры архитектуры нашего факультета, Михаил Исмаилович Исмаилов. Михаил Исмаилович, мы вас приветствуем, благодарим за то, что выделили наше время и пришли на встречу. И, как говорится, начнем сразу с вопросов. Многих интересует, как вы стали архитектором. Вот с момента выбора специальности, когда вы поступали, тогдашний Таджикский политехнический институт. Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, очень интересный. Действительно, я, когда учился в школе, я занимался, был членом редколлегии, конечно. Выпускал газеты, делал надписи там и так далее. У меня уже эти зачатки были. Еще, вообще-то, я, конечно, воспитывался в детском доме. И очень сильно увлекался. Даже, я помню, был в 7 классе. Я целый макет сделал своего детского дома в Кангурте. Макет сделал. И вот с этого макета меня взяли как член, всесоюзный слет. Всесоюзный слет, который проходил в Кулябе. Всесоюзный слет пионеров, который проходил в Кулябе. И я был на этом съезде. У меня эти зачатки были. В основном, конечно, было у меня это по черчению. Я очень сильно увлекался. Со школы уже было изложено. Да. Потому что у нас был один хороший преподаватель, это Голованов Василий Трофимович. Он был художником Халпуштак и преподавал у нас в 7 школе. Я закончил 7 школу на нашем в Душанбе. Правда, учился я в таджикской школе. Закончил таджик. Это здорово. Да, таджикскую это самое закончил. И уже вот тогда у меня были зачатки. Но, когда я поступал в ВУЗ, я подавал документы на ПГС. Не на архитектуру. Тогда модно было такое. Да. Хотя я уже знал, что есть такая, открыли такую кафедру уже, кафедру архитектуры, уже 2 года это было. Мы были там 62-й, 63-й, 2 курса, и мы с Усам Саматовичем в 64-м году уже поступили. А как получилось, что я стал архитектором? Так получилось. Это при Хрущеве, когда ввели экзамен по химии, у меня с химией было очень, я не очень интересовался, да. И ввели тогда, помните, было был этот самый Щор был такой, да, лозунг. Да. Это значит, коммунизм это есть советская власть, плюс электрификация, он туда добавил еще и химизация всей страны. И тогда ввели это экзамен по химии, я моментально оттуда документы забрал с ПГС и кинул на это самое, на архитектурное отделение. Я сдал очень хорошо, рисунок, черчение, у меня все были по специальности хорошие оценки. Вот так я поступил. Спасибо, Майя. Спасибо. Конечно, с таким большим опытом, со школьным опытом. Да. Конечно, у вас такие результаты естественные. Очень увлекался и математикой. Я очень хорошо знал математику. У меня были зачатки еще. Если я вдруг не поступлю в наш институт, то в университет на физико-математический точно я поступил бы. У меня там хорошие были подруги, которые поступили в МИЛИ. Это Бахадурова Махират, она потом в университете МИЛИ стала работать. Мы всегда, у нас были с ним дискуссии, с преподавателем были дискуссии по математике. Всегда. Нарколаев был у нас такой преподаватель. Вам повезло на хороших людей, да? Так может, да? Поэтому я спокойно поступил в наш институт. Спасибо, Михаил Иванович, спасибо. Вы стали студентом, переступили порог тогдашнего политехнического института. И каковы ваши первые впечатления? Вообще, если честно сказать, я, когда поступил в институт, для меня это было, гордость была для меня. Потому что
впервые у нас в Таджикистане открыли архитектуру, мы были первыми, которые вот поступили в это отделение, на отделение архитектуры. Поэтому я очень гордился. У нас и очень с удовольствием я это самое работал и учился нормально, все было хорошо. И новые лица. Ваши и новые лица, совершенно да, совершенно. Преподаватели. Я помню, когда я поступал сдавал экзамены по черчению, у нас там ребята с первой школы, а школа первая тогда была знаменитая, и сейчас она знаменитая. Номер один, да. И все говорят, ты откуда такой появился, столько много знаешь. Ну да, конечно. Я им рассказывал, как, чего надо. Я говорю, вот благодаря Василию Трофимовичу по черчению я вот это вот все хорошо знал. Вот. Поэтому для меня архитектура это было уже что-то новое, действительно новое. Михаил Исмаилович, я вот сейчас представляю, а кто был вашим преподавателем? Кто они были? Вот раз кафедру только вновь открыли, да? Да. Первый прием, да? Да. А откуда они взялись, вот, если так говорить? Ну, я не буду. Дело в том, что у нас действительно были преподаватели, все это нештатные. Это вот был Азикович, бывший главный архитектор Гипростроя. Азикович, да. Имя это, ну, не важно, Азикович. А потом уже, еще был один у нас заведующий кафедрой Якубов. Не Наим Холович, а был один. Да, он был полковник в отставке, архитектор, военный архитектор, сталинские времена. Вот он у нас был это самое, он показывал, он нам очень много эти слайды, свои работы показывал, и это все возникало. Я думаю, что раз такие опытные преподаватели, да, с практическим опытом, да, но это лучше не бывает. Да, правильно, да? Спасибо. Ну а ваши однокурсники, вот чем они запомнились вам и кого из них особо вы помните до сих пор? Ну, я впервые, конечно, когда уже мы начали учиться, даже экзамены, когда сдавали, все время вместе с Рустамом Саматовичем уже, да, математику мы сдавали бывший возле Садбарга, вот это вот здание было планирование университета, там есть здание экономики, планирования. Это наш был здание факультета, строительного факультета. Мы там сдавали математику. У нас Шариф Рахимович был, это как его? Замдеканом, но он тогда еще молодой был, это преподаватель по математике. Вот он у нас принимал экзамены. Вот когда я сдавал экзамен, ну я же говорил по математике, я очень сильный был, да. И почти весь курс, все отделение моих одноклассников, они поступали с нами вместе тоже. И я быстро-быстро решил все свои задачки, которые были, да, и поставил вот так вот на край, и сам начал всем это помогать, да, шпаргалки. И когда Шариф Рахимович увидел, говорит, Исмаилов, почему там, говорит, Хез Гумшал. И я думал, он увидел, и, наверное, все, я думал, все, теперь я не поступлю. Нет, ничего. Он обратил внимание на вашу работу, да? Вот. И вот потом после этого с Рустамом Саматовичем мы в сельхозинституте у нас было по русскому языку. Я-то хотя учился на таджикской группе, в таджикской группе в школе, а сдавал сочинения на русском языке. И вот вместе с Рустамом Саматовичем, вот оттуда мы тогда с ним и познакомились. Вдвоем сидим, он свою тему пишет, я свою и так далее. Ну, вот так вот мы с ними познакомились. Да, вот это вот отдельный момент, который запомнились. Да, да. А вот еще какой эпизод там или случай о них хотели бы рассказать? Эпизоды по приему экзамена? Студенческой жизни. Студенческие? Да. А вообще, если... Я знаю, у вас очень это много, да? Отвлеченные, говорит, это рассказать, отвлеченный, да, момент. Мы на втором курсе были на обзорной практике. Тогда велось такое, давали нам командировочную, мы ездили. У нас был Грудин, руководитель по вот этой практике. Вот. Нас поселили в женское общежитие. Строители, женское общежитие для строителей. И представляете, все наши, мы были второй курс и первый курс.
все вместе мы были. 2 курса были на обзорной практике. Ну, у нас ребята все горячие, таджики, да, это мусульмане, кровь кипит. Все познакомили с этими девчонками. Это в другом городе? Это в Ленинграде. Ленинграде. Да, и получилось так, что они приревновали нас. Понятно. Да, к этим девчонкам они приревновали нас. И получилось так, что было, может быть, вы его знаете, Ашурматов был у нас, этот Сулейман, архитектор, Царство ему небесное, это самое. Но он был немножко задиристый, и получилось, как раз был чемпионат мира по футболу. Это вот я эпизод рассказываю, да, который мне запомнился на всю жизнь. А я когда занимался борьбой, занимался, крупный был я и так далее, да. До сих пор у вас такая фигура. Сейчас уже, конечно, не то. И вот так получилось, что у нас была стычка с этими ребятами, мы им надавали хорошенько. Я и Руслан Джалолович, он занимался борьбой вольной, я классикой занимался. Вдвоем там надавали и все. Ну, после этого, всех. Да, а после этого потом подружились мы. И они нас когда провожали, уже когда мы уезжали, прямо... Ну, это замечательно. Аж слезы. Да, замечательно. Вот такой вот эпизод был, да, хороший эпизод. Михаил Иванович, в один прекрасный момент вдруг вы оказались преподавателем кафедры. Да. Какая была причина? Как вас оставили на преподавательском? Дело в том, что я перешел на вечернее отделение. После того, как я женился, я перешел на вечернее отделение, уже там трудно было мне с учебой, надо семью обеспечить и так далее. И первая моя деятельность, это в 1967 году я работал в проектном институте ГПИ Таджик Кипр сельхозстрой. Я там поступил. Как техник-архитектор. С того момента, с 1967 года и по 1985 год уже другие проектные институты, как Гипропром, Гипрострой. Набрались опытом. Колхозпроект, да. И последние 10 лет я уже проработал в Гипротрансе. Первый мой проект в Таджикистане, это подвесная канатная дорога, которая находится в парке Победы. Это я автор проекта подвесной канатной дороги. Честно признаюсь, я не знал. Но кроме этого я занимался планировкой, если взять Гипропром, я там работал в промышленных узлах геймплана и занимался по геймплану. И занимался как раз инженерно-подготовкой, благоустройством, вертикальной планировки и так далее. И потихоньку, один раз мне Акрам Акбаров сказал, давай, говорит, переходи к нам работать. А я уже тогда на вечернем отделении вел занятия по начертательной геометрии. То есть я начинал... они взаимосвязаны. Да, у меня было зачатки по черчению, поэтому я там тогда у нас был Лактаев, а потом стал Диалогов, который в Ленинабаде. А потом стал Кадыров. Понятно. И я начал там вести. Потом Руслан Самадович говорит, ты, говорит, наш, говорит, свой. У нас новый предмет открыли по инженерной подготовке. Давай, говорит, к нам переходи. И я перешел. Значит, у вас в республике, за пределами ее, да, очень много учеников. Да. Вы с ним держите связь, общаетесь? Если честно, связи я не держу с ними. Я иногда узнаю через Рустама Саматовича, а так связи у меня с ними нет. Да. Я знаю, что очень многие там вопросы. Конечно, да. После приобретения независимости многие там вопросы как-то по-другому стали, да? Так, понятно. Теперь, вы начали преподавательскую работу. До сих пор, считает тоже больше 50 лет. Да, если считать все вместе, да, после окончания... С 80-го года. Да. Уже много, достаточно много, да? 42 года. И в это время происходили очень большие изменения, какие-то начали применять новые системы подготовки и так далее. Насчет подготовки специалистов по многоуровневой системе. Что вы хотели сказать? Вначале я, например, закончил, правда, если честно сказать, я проучился 10 лет. Причины там были. Да, конечно.
А вообще, конечно, 5-летнее у нас обучение было, на вечернем отделении 6-летнее обучение, да? Тогда было достаточно, чтобы получить знания, дать знания молодым этим ребятам, студентам и так далее. Ну, потом потихонечку перешли на двухуровневую вот эту вот систему бакалавра и магистра, сделали 4 года. Конечно, это 4 года, это очень мало для создания полноценного, хорошего такого специалиста, именно архитектора. Да. Вот. И я считаю, что это вот один из минусов. Но, слава богу, сейчас вот мы уже сейчас занимаемся по 5-летнее обучение. Ну, естественно, что? Если я веду начертательную геометрию, я знаю, что архитектор, он, если не знает начертательную геометрию, он ничто, он не архитектор. Он должен, пространственно воображать вот это вот все. Начертательная геометрия как раз приводит к тому, чтобы он умел пространственно воображать. Спасибо большое. Вот следующий такой вопрос. Как преподаватель вы работаете, многими вашими коллегами, как на факультете, так и в университете, да? Вот кого из них вы считаете, настоящим преподавателем, или точнее вот образцовым преподавателем? На кого подражали или там подражаете? Я еще раз вот скажу, напомню, что так как я занимался математикой хорошо, да, я очень хорошо знал строительную механику. У нас преподавал Роман Литхиадюн, помните, был проректор по науке. Он у нас вел именно вот механику, не сопромат, а еще была это теоретическая механика. И я все задания ему это выдавал там. По динамике, по статике и так далее. Мне это очень хорошо было. Он у нас очень хорошо. Потом женщина какая-то была, я уже забыл фамилию. Она у нас вела тоже перерезывание вот этих узлов, там то все. Для меня это было очень интересно. Ну а по архитектуре, естественно, у нас был Айзекович. Опять я имя это забыл. Айзекович. Потом, после него уже пришли молодые архитекторы, это как Ерзовский, Немувакин, Полтора. Вот я у них получил большое знание, да, давал. Я помню, да, когда я делал на первом курсе проект, на втором курсе фасад, мне Немувакин, а сам Ерзовский показывал технику пассирования, то есть давать точками и это самое, давать тени, вот это вот объем создавать. И когда я сделал этот проект, я помню даже свой проект, курсовую работу, вид Санечкова моста на дом Павлова. Я его даже хорошо помню. И этот Немувакин говорит, слушай, он говорит, даже лучше тебя, говорит, это самое делать. То есть у меня было вот такое вот увлечение к этому. И может быть даже от того, что я почему говорю 10 лет я учился, 3 года, когда я позанимался, 3 года, мне недостаточно было вот это вот знания преподавателя. Я решил поехать в Россию, там центральные вузы. Вот. Бросил, так как я был сирота, то есть из детдома, то есть помощи у меня не было, хотя можно было обратиться и так далее. Но я написал во все вузы России. Единственный вуз, который меня принял, это Киевский институт. В Киеве, да. Я прихожу, говорю, вот так и так. Я год целый проработал в геологии. То есть заработать деньги и уехать. Прихожу, говорю, вот там, мне нужны документы, я хочу перевести туда. А мне говорят, вас уволили за потерей связи. Это тоже один из таких интересных эпизодов. То есть вот у меня было желание получить больше. Михаил Исмаилович, вот среди ваших выпускников, учеников очень много знаменитых, очень крепких специалистов, доктора наук, академики и хорошие люди. Вот вы, на мой взгляд, смогли вникнуть в них, в ваш характер. Вот многие очень положительно отзываются о вашем характере. Объективность, справедливость и так далее, и так далее. В связи с чем следующий такой вопрос.
Вот вы со школы уже знали, что вы будете архитектором, да? Нет, я со школы не знал, что я буду архитектором. Нет, я знал, что строителем я буду точно. В направлении архитектуры уже, как если макет там уже, это уже больше архитектор, наверное, да? Да. Так вот, вы сейчас вот больше полвека, допустим, вот сейчас работаете. А вот дальше ваш путь, кто-нибудь из ваших детей или внуков будет продолжать? Или они выбрали другое направление? Ну, у меня дочка, она закончила архитектурное. Она закончила архитектурное отделение, но она не работала по архитектуре, потому что это, в общем, архитектор по неволе получается. Она закончила уже, надо было закончить. Так получилось. Ну, так как у меня семья она одна, и вот сейчас внучка у меня есть, она вот заканчивает 11 класс, тоже не знаю, но она, у нее совсем направление другое. То есть дальше у меня нет такого, да, это естественно. Этого нет. Да. Михаил Исмаилович, говорят, что в последнее время изменилось отношение молодежи к учебе, ну, как-то качество там начало хромать. Вот что вы предложили бы, чтобы вот эта вот проблемы устранились там или решались? Что надо сделать, чтобы получить хорошего специалиста, архитектора там, электрика там и так далее, и так далее? Ну, это самое главное, это надо общение преподавателя со студентами. То есть должен быть адекватно, как студент к преподавателю, преподаватель. И иногда есть, бывают такие преподаватели, заходят с опущенными бровями, вот так вот строго берут сразу быка за рога, да, и у студентов падает это настроение, апатия. Поэтому надо себя предложить вначале им, да, потом они открытой душой, да, потом они хорошее уже, настроение. Да, потом они уже будут к тебе вот подходить. Вот я что хочу сказать, где бы я ни работал, везде меня всегда хорошо уважали и принимали. Для меня студенты это мои дети. Они меня знают, как это говорят, это самое, свой человек. Ну да, да. Потому что, ну, надо свою специальность хорошо знать, предмет свой хорошо знать и преподавать. А это зависит от каждого молодого человека. Да. От его отношения, да, в первую Поэтому очередь. мне многие говорят, что Малим Шимо, а с Гуджуни, когда я уже на таджикский перехожу, ну, я ими словами говорю, что никогда всегда все меду нет. Ну, потому что я занимался этим делом, для меня это самое главное было. Поэтому человек, когда знает свой хорошо предмет, и он с удовольствием дает это студентам. Вот это вот отношение должно быть с ним. Совершенно правильно. И тогда Ну, не зря говорят, что относительно, что касается преподавателей, что посеешь, то и пожнешь, да. То и пожнешь. Так, наверное, какое отношение там, как ты будешь работать, и тебе будет уважать, тебе запомнить там, и так далее, и так далее. Да. Ну, Михаил, давайте представим. Вам представилась возможность снова стать абитуриентом. Ага. Вы выбор свой изменили бы или нет? Нет, я бы не изменил. Спасибо. Все равно бы или на строителя, или на архитектуру. Спасибо. Все равно Спасибо. Это было, Спасибо. Это мой конек. Уважаемые друзья, наш собеседник Михаил Исмаилович Исмаилов, один из опытных преподавателей, который работает более 50 лет по специальности архитектура. И если вы на пороге выбора своей специальности, просим обратить внимание на специальность архитектура. Наш Таджикский технический университет имени академика Мухаммада Сайбиховича Осими в Национальном тестовом центре зарегистрирован под номером 104. Мы вас ждем.